Якуб Лакоба родился в Новом Афоне, окончил юридический факультет Московского государственного университета и стоял у истоков высшего юридического образования Абхазии. Лакоба был старшим преподавателем кафедры теории, истории, государственного и административного права юридического факультета Абхазского государственного университета. Часто рассказываю один момент, личный такой. Время 1:30, учимся на Звамба-9. Тогда историко-юридический факультет располагался там, на 4-м этаже, где сейчас Минюст. У меня времени полчаса, я должен оттуда попасть на маяк, домой, мы на маяке жили, взять спортивную одежду, я был футболистом футбольной команды Амцабзагу, и попасть на стадион на Учхоз. Представляете, у меня полчаса времени. Лечу как угорелый, залетаю, спускаюсь с 4-го этажа в холл, пробегаю и смотрю, у окна стоит стол, стоит Якуб Васильевич, с таким жестом, таким, как он обычно любил, такой театральный, такой красивый, ему подходил. И стоит молоденькая девчонка, студентка, опустив глаза, его слушает. И он раз боковым зрением увидел меня, говорит: «О, батумский Адзамба, иди сюда». Я, естественно, не мог пробежать, подошел: «Здравствуйте, Якуб Васильевич, слушай, говорит, я выпустил монографию, он поднимает со стола, Конституция Турции 1974 года. Он был ученый, историк, конституционалист. Вот. И вот и тема была интересная, вот эта Конституция Турции 1974 года. И я говорю: Якуб Васильевич, я с такой сатамы спешу, и он: одну минуту. В итоге в районе где-то без 10, без 15, 4 мы с ним разошлись, а девчонка, как только он на меня отвлекся, она говорит: до свидания, Якуб Васильевич, и упорхнула. Ну, я попал. То есть такой комичный эпизод, но не жалею. На тренировке мне то, что я пропустил, меня не убили за это, но зато монография о Конституции Турции 1974 года мной изучена от корки до корки. Якуб Лакоба был 4-м председателем Народной партии Абхазии. Он возглавлял организацию с 1999 года. На этом посту он запомнился ярким политиком, которому были не чужды проблемы не только государства, но и простого человека. Можно было его назвать, что он выдающийся. Вот просто. Понятное дело, что на публике, публика его понимает, что да, он вот такой, как глыба, да, недоступный, да, скажем так. Такой тоже может быть. На самом деле он вообще не был прост. Вот, такое может быть. Но, хотя, даже это я говорю просто в том понимании, что он мог общаться с любыми, вот с любыми, так, независимо от того, там, я не знаю, какое-то положение социальное, там, в обществе, в политике и так далее. С любыми. Для него, и даже многие даже, замечали типа такую странность, что это такое, он постоянно вот с теми, кто, понимаете, какими-то очень простыми людьми, вот совсем. Он мог найти людей, которым очень тяжело в жизни, и пригласить к себе, чтобы они жили у него. А мы же общество такое, что к таким вещам относимся как-то по-другому, как-то так, зачем это нужно, не так это нужно. Якуб Васильевич был ярким борцом за свою правду и, отстаивая свою точку зрения, был жестким, но справедливым. Он остался в памяти как человек, который готов был идти до последнего. За это и многое другое Якуба Лакоба знали и любили во всей стране. Это человек, который не занимал никакие должности. Когда-то был при президиуме Автономной Республики секретарем, потом преподавал в университете, а так он не занимал никакие должности. Он не был ни писателем, ни музыкантом, вроде и не научным работником, но вся Абхазия его знала. И самое интересное, он всю Абхазию хорошо знал. Неважно, это западная часть или восточная часть. Я однажды с ним приехал в Галах. Слушай, жители этой в очередь встали, чтобы расцеловать Якуба Лакоба. Вот так он был известен всем. Вы знаете, мне приходилось с ним, я же работал долгое время, иногда разные вопросы возникали, я иногда спорил, пытался кое-что, отстаивать, вроде он не прав. Несколько раз у меня были, и каждый раз проходит некоторое время, я понимал, что он был прав тогда. Якуб Лакоба был одним из самых эпатажных абхазских политиков. Каждое его выступление разбирали на афоризмы, многие выражения уходили в народ. В январе 2011 года в отношении Якуба Лакоба возбудили уголовное дело по обвинению в клевете. Политик был арестован фактически за критику власти. Это был единственный случай с политзаключенным в современной Абхазии. Впрочем, вскоре Якуба Лакоба освободили из МВД. Окна нет, стены рушатся, пол, правда, чистый, но надо ремонтировать, понимаете? И вот
Там же и обслуживающий персонал, на каком подножном городе находится, и те, кто там сидят, и которых обслуживают, тоже. Вот на это деньги надо. Хотя бы 50 миллионов рублей. Нет, 50 миллионов рублей. Недостача, растрата, завышенные цены. Кто? Дадим 50 миллионов, слушайте. Они говорят, нет, нам не нужно 50. Нам 20 достаточно. Мы здесь все сделаем. Якуба Васильевича не стало 9 июля 2022 года. 2 августа 2024 ему бы исполнилось 75 лет. Элеонора Гилаян, Мариана Котова, Тимур Гогохия, Абаза ТВ.